И сегодня же Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. Руководитель Коми выступил первым среди губернаторов. Владимир Уйба доложил, что причиной большой воды на территории нашей республики стали два фактора. Это обильные осадки зимой. Снега выпало в 2 раза больше нормы. Кроме того, осенью 2019 года реки ушли под лед с уровнем выше среднего. Сейчас в южных районах наблюдается стабильный спад уровня воды. Она входит в русло рек. В северных районах процесс весеннего половодья продолжается в среднем и нижнем течении реки Печора. В 17 населенных пунктах в Усинском, Ижемском, Усть-Цилимском районах уровень воды находится выше неблагоприятных отметок. Обстановка стабилизируется, в последние 2 суток вода не прибывает. В ближайшую неделю возможна вторая волна половодья, обусловленная таянием слоев снега в горах Северного Урала и на болотах. На 26 мая в результате половодья на территории республики подтоплено 460 придомовых территорий, из них 176 домов, в которых проживает 307 человек, в том числе 45 детей. Размыто 59 участков дорог республиканского и местного значения. В пунктах временного размещения размещено 158 человек, из них 45 детей. Прохождение половодья находится на постоянном контроле. В наиболее пострадавшие муниципалитеты Владимир Уйба выезжал лично. Сил и средств для ликвидации последствий половодья достаточно. Там, где вода уже ушла, комиссии приступили к подсчету материального ущерба населению, чтобы затем оказать помощь населению. Ее получат все. И, Владимир Владимирович, если позволите, у нас в этом году действительно такая патологически высокая вода. Мы справимся с оказанием помощи людям, но на восстановление дорог в этом году очень большое количество. Это вот сейчас уже понятно, что порядка где-то 70 километров дорог размыто. Здесь просто мне не справиться с учетом ковидной всей ситуации, не справиться по деньгам, бюджет пустой. Только сейчас уже понятно, что это порядка 200 миллионов рублей потребуется на восстановление. То есть я тут все-таки буду просить помощи. Что же до пожароопасного сезона, то на территории Коми возгораний в лесах не зарегистрировано. Было всего 5 случаев несанкционированных палов сухой травы. Оперативные службы реагировали своевременно. Распространение огня на населенные пункты не допущено. А с 27 мая в республике вводится особый противопожарный режим. К прохождению пожароопасного сезона Коми готова. По итогам заслушивания докладов глава государства поручил Минтрансу России оказать соответствующую поддержку республике Коми.